Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантея. Сегодня мы будем делать расклад на тему планеты, очень важной в нашем гороскопе, да и вообще в нашей жизни, Сатурн. Эта планета 23 марта 2020 года меняет знак, переходит из Козерога в Водолея. Сатурн – это планета ответственности, работы и уроков жизни. Сатурн пробудет в Водолее до 8 марта 2023 года. Да, в этом году там еще будет он менять знак обратно в Козерога, это будет летом. Но он будет так ретроградный, пробудет там, по-моему, до декабря, а потом все-таки окончательно перейдет в Водолея. Так, Сатурн – это планета кармы, это наш учитель. Сатурн заставляет нас учиться, преодолевать препятствия, брать на себя ответственность во многих, чуть ли не во всех областях нашей жизни. И по Сатурну нужно заслужить какие-то результаты. Именно заслужить. Нужно работать, чтобы получить некий результат, на который мы надеемся. Сатурн – это планета закона и порядка, то есть она в вашей жизни наведет порядок. Что-то она из вашей жизни уберет, что-то в вашу жизнь привнесет. Но ничего не случится просто так. Здесь нужно будет работать, здесь нужно будет зарабатывать, показать этой планете, что вы достойны, что вы не лентяйка или не лентяй, ничаете в принципе и заслужили благосклонности этой планеты. Итак, в этом раскладе я хочу посмотреть, как перемена знака отразится на нашей жизни и в какой сфере произойдут перемены. Не буду загадывать тут никакую определенную сферу, ни личную жизнь, ни финансы, ни работу, а просто посмотрим картами, какие перемены произойдут, в какой сфере, что нам это даст. И, скорее всего, еще спросим совета, как заработать благосклонность планеты, чтобы получить результаты. Итак, перед вами 3 варианта. Пожалуйста, выбирайте свой. Первый, второй или третий, как обычно. Я перехожу к единичкам. Итак, единички, смотрим вас. И что принесет нам такая серьезная, ответственная планета, как и требовательная планета, как Сатурн. И сигнификатор периода в целом. Что будет требовать от вас эта планета в целом? Энергетика периода. Нужно будет работать в поте лица, прямо не покладая рук, как я и говорила во вступлении. Да, Сатурн любит именно таких прилежных, трудящихся людей. И выпала такая же карта на сигнификатор вашего периода, дорогие мои единички. Это у нас 8 пентаклей. Опять же, да, повторяюсь, это работа и еще раз работа. У кого-то это будет прям труд, не побоюсь этого слова, каторжный. У кого-то просто этот период потребует постоянно держать руку на пульсе, постоянно быть в динамике, постоянно следить за тем, как вы работаете, как вы развиваетесь, как вы растете. То есть стоять на месте, сидеть, прозябать, лениться в этот период нельзя. Если будете работать, если будете прилежно трудиться, если будете нацелены на результат, еще и с творчеством подходить к вопросу, да, то результат будет однозначным. Тут труд во всех отношениях. Это и личностный рост, это и работа, это и финансы, это и развитие, не знаю, вашего бизнеса, это и развитие, рост отношений. Это, в общем, во всех отношениях, во всех сферах жизни Сатурн потребует от вас работы и развития. А дальше я спросила сферы, в которой произойдет сфера. Одна, центральная, основная сфера, в которой произойдут перемены, которые принесет Сатурн. Ну, конечно, это эмоции, это отношения.
И, конечно, это работа развития. Тут у нас выпали такие карты, намекающие нам о том, что даже, знаете, ваше внутреннее я, ваша личность, она вырастет, она будет расти, развиваться, и планета будет требовать от вас именно роста внутри, взросления, что ли, большей осознанности, потребует от вас стать такой более не то чтобы продуманный, но такой проницательности от вас планета потребует. От вас планета потребует, чтобы вы перестали вглядываться на прошлое, а стали двигаться дальше вперед. У нас вот Латона, она постоянно оглядывалась на прошлое и делала ставку на ресурс, который она заработала в прошлом, и взращивала этот ресурс. Да, конечно, взращивать вам придется здесь однозначно, но нужно оставить те невзгоды и те горести, те неприятности, ту боль, которая была, так оставить в прошлом, а взращивать себя новую, взращивать себя как личность, абсолютно новую, абсолютно обновленную, оставить те сложные, тяжелые эмоции позади и двигаться, развиваться, расти, взращивать, проращивать в себе именно себя как новую личность, как обновленную личность, как сильную, как волевую личность. Да, конечно, не забывать, что вы женщина, что здесь, конечно же, эмоции, тут, конечно, вода, тут, конечно, такая обтекаемость, такая гибкость женская, да, но и мудрость, и ум, и такая некая размеренность, мягкость тоже тут должна присутствовать. То есть эта планета, этот период сделает вас мудрее, эта планета научит вас управлять своей жизнью, управлять собой, управлять людьми, которые вас окружают, и направлять свою жизнь в то русло, которое вам нужно, но через работу, только через работу, через личностный рост. Итак, приятные неожиданности периода. Опять же, здесь успех в материальной сфере. Тут Сатурн, если вы будете работать, прилежно работать, даст вам возможность вырасти в материальном, даст вам некие материальные блага, материальные успехи, материальную независимость. И, конечно, она принесет вам мужчину и отношения, в которых вы будете чувствовать себя императрицей, в которых вы будете чувствовать себя любимой, желанной, красивой, счастливой, здоровой, такой радостной, востребованной. В этих отношениях вы будете чувствовать себя именно гармонично, вы будете чувствовать себя спокойно. И знаете, когда мужчина обеспечивает всеми благами, и ты знаешь, что ты защищена, что ты как за каменной стеной, что он всегда поддержит, всегда поможет, подскажет, направит и так далее и тому подобное. В общем, тут плюсы при условии работы, опять же, да, не забываем основную энергетику, да, основное направление периода в материальном и в личном. Дальше, что Сатурн заберет, отберет и больше вам не вернет. Опять же, прошлое заставит вас о нем забыть, похоронить. Вот как Хина сделала, эта богиня. Заставит вас уйти от прошлого, заставит вас забыть, заставит это прошлое, как говорится, оставить в прошлом. Во многих видео я так говорю, но без этого никуда. И заберет у вас те внутренние переживания, те внутренние блоки, конфликты, то, что вы не понимали, пытались найти, какие-то внутренние жертвы, на которые вы шли. Вот все это Сатурн у вас заберет, если вы себя взрастите, если будете над собой работать. Печаль, тоска,
такое непонятное подвешенное состояние, когда ты не понимаешь, в какую сторону тебе двигаться, когда ты не понимаешь вообще в принципе, чего ты хочешь от жизни, когда ты пытаешься продавить себя, продавить ситуацию силой, а она никак не получается, когда ты, в общем-то, бьешься, как рыба об лед или головой об ту стену, и ничего. И результата нет, и стена не пробивается, а лед не тает, и в общем-то, ты чувствуешь себя беспомощным и бесполезным. Вот это все Сатурн заберет. Но опять же, не забывайте про нашу восьмерочку пентаклей. Так, следующий пункт. С чем останемся? Результат всей нашей вот этой вот работы над собой. Завершение периода, конечно же, и нацеленность на будущее, на больший результат. И, скорее всего, дорогие единички, вы будете работать, будете прилежно работать, вы научитесь, вы взрастите себя. И тут четверочка пентаклей у нас выпадает карта мир и карта звезды. То есть этот период, он будет нелегкий, потому что потребует от вас колоссальных усилий, колоссального прилежания и работы, да, и завершится этот период, конечно, окончанием вот этих вот сложных манипуляций, которые от вас потребует Сатурн, и завершение вот этой самой договоренности. То есть если ты работаешь, я тебе дарю. Если ты не работаешь, ты не получаешь. Вот здесь вы как раз-таки получите, скорее всего, мир. Это завершение периода. Причем это у нас Гея, тут успешное завершение периода. Достаточно гармоничное завершение периода. И заканчивает у нас триаду карты звезды. То есть у вас по окончании периода, да, в 2023 году у вас будет множество направлений в развитии. Вы там будете строить множество планов, куда двигаться дальше, и у вас будут возможности это делать, то есть развиваться, расти, расширяться, становиться более масштабной личностью. Если вы там работали в одной сфере, то вы захватите уже несколько сфер. Если у вас, например, свой бизнес и в одном городе, то у вас появится возможность пооткрывать филиалы. В общем, тут такая масштабность и сделка, она будет завершена с Сатурном, завершена удачно. И я спросила у карт еще совета, что вам нужно делать, как себя вести, да, что предпринимать, чтобы получить благосклонность Сатурна. У нас выпали карты семерочка кубков, девятка кубков и королева мечей. И что хочу здесь сказать, что медленно, но верно, и самое главное, веря в то, что вас ждет успех и результат, нужно идти вперед. Девяточка кубков в этой колоде — это богиня Ника, богиня успеха, да, некой удачи, богиня победы. Поэтому здесь еще и рядом Тара. Здесь нам карты говорят, что нужно верить в себя, верить в то, что вы умны, что вы сильны, что у вас есть воля и характер. И да, будет сложно, да, будет нелегко, да, придется прилагать усилия, может быть, не спать, может быть, даже где-то поплакать, может быть, это потребует от вас излишней эмоциональности или прям какой-то выносливости. В общем-то, всеми своими силами, эмоциями, верой показать Сатурну, что вы достойны его подарка и того результата, который он вам может дать, того успеха. Но действовать нужно осторожно, действовать нужно продуманно, сквозь призму интеллекта, да, то есть прилагая, конечно же, ум, образование, ресурсы, опыт, мудрость, хитрость, и не спешить. Продумывать, обдумывать каждый свой шаг, каждый свой поступок. В общем-то, грамотно подходить ко всем своим задумкам и предприятиям.
Вот такой у нас был вариант номер 1. Я вам, дорогие единички, желаю, конечно же, чтобы Сатурн подарил вам исполнение всех ваших желаний, реализацию всех ваших планов. И, конечно, чтобы жизнь ваша была полна любви, взаимопонимания, здоровья, успехов, процветания. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. А я перехожу к двоечкам. Двоечки, смотрим вас и какие перемены принесет вам Сатурн. И основная линия периода, основная энергия, энергетика периода для вас, дорогие мои, выпал старший аркан правосудия. Вот здесь Сатурн будет смотреть, причем очень внимательно смотреть, не отводя своего взгляда и своего взора от вас. И будет взвешивать постоянно, ежеминутно, ежесекундно, ежечасно, достойны ли вы его подарка. Как вы себя ведете, какое решение вы принимаете. То есть он будет постоянно взвешивать, постоянно. Тут как раз-таки подходит поговорка, что посеешь, что и пожнешь. Причем во всех сферах жизни. Потому что мы здесь не уточняем, мы спрашиваем у карт основное, что будет происходить. Основная энергия, основная энергетика периода. И вот здесь, как я уже сказала, да, вы получите ровно то, что заслужили или заслужите. Сфера, где произойдут перемены. Семерка мечей, пятерка мечей и карта мир. Тут у меня, я бы сказала так, смотрите. Здесь Сатурн вас заставит в первую очередь повзрослеть. Повзрослеть и осознать, что в этом мире за все нужно платить. Все в этом мире имеет цену, и все в этом мире заканчивается. Ничего не будет на постоянной основе. Всему когда-то приходит конец. И вот здесь Сатурн вас заставит это понять, осознать, принять и повзрослеть. Причем этот урок для вас будет непростой, достаточно болезненный. Сквозь, знаете, даже не сквозь, а путем каких-то взаимоотношений, которые для вас будут нелегкими, которые принесут вам боль и обиду, может быть, даже предательство. У нас тут, да, это скандинавская богиня, которой любимый отрезал ее золотые волосы. Причем он это сделал подло. И вот здесь Сатурн говорит нам о том, что вас ждут испытания. И вот как вы это испытание пройдете, он будет взвешивать это все, то вы по результату и получите. И заставит вас, как я уже сказала, повзрослеть, взраститься. То есть какой-то период в вашей жизни он закончится. Это однозначно у нас карта мир. Далее приятные неожиданности периода. Обучение, рост, личностный рост. И причем здесь вам придется доказывать всем и вся. И доказывать даже своему учителю, что вы достойны, что вы победитель, что вы сильны, что вы личность волевая, личность умная, личность социально активная, социально адаптивная. И причем Сатурн может привносить в вашу жизнь перемены, и не одну. И причем это будет очень неожиданно для вас. Это будет как резкий, неожиданный порыв такого ветра, который привносит в вашу жизнь резкие и неожиданные перемены. Тем самым он будет учить. Тем самым он будет давать вам уроки, выступать для вас в качестве такого прям учителя мудрого, умного, и будет заставлять вас расти через какие-то
войны, через какие-то испытания, через какие-то именно вот, я бы сказала, бои. Ну, конечно, это не в прямом смысле слова, что вам придется драться, нет, хотя и такое тоже может быть, но прям доказывать, отвоевывать, завоевывать, отстаивать свою точку зрения, свою позицию здесь вам придется. Но опять же, да, у нас основная энергетика периода правосудия, то есть насколько вы себя покажете, насколько вы сможете отвоевать, отстоять себя, свою точку зрения, настолько вы и получите результат. И тут, конечно, в вашу жизнь вполне себе может прийти мужчина, воин, умный, самодостаточный при положении, такой достаточно энергичный, с сильной янской энергией, где-то может даже творческий человек. И вполне себе, что этот мужчина впоследствии в будущем может стать вам супругом. Все-таки у нас старший аркан жрец, это основная карта брака. Тут, конечно, проиграется на у всех, но у многих что? Приятной неожиданностью будет то, что Сатурн вам пришлет именно вашего человека для жизни. И причем это будет для вас неожиданно. Даже если вы будете находиться в отношениях, даже если рядом с вами будет мужчина, партнер, то все равно тот, кто появится, он привнесет в вашу жизнь новизну, причем резко, неожиданно и ярко для вас. Далее, что Сатурн заберет? Праздную работу. Знаете, вот ту работу бесполезную, которая не приносила, что ли, вам какой-то успех, или не приносила вам какое-то некое удовлетворение, или это просто была работа, которая приносила вам какой-то доход, но и то небольшой. Вот это все уберет. То расточительство ваших сил, которые вы применяли, да, работая на том или ином месте, или это была какая-то подработка, Сатурн у вас заберет. Сатурн заберет, причем спрашивать у вас сильно не будет, конечно же. Причем, если вы отреагируете с достоинством, примите это, то, опять же, да, правосудие обещает вам и награду соответствующую. Но здесь нужно как и учит Сатурн, да, тут вот этими всякими неожиданными уроками, довольно болезненными для вас, проходить испытания по достоинству и как бы делать для себя какие-то выводы, да, обучаться, чтобы этот урок, который он вам пошлет, он был не напрасным. И опять же заберет у вас праздность, заберет у вас некое легкомыслие, заберет у вас лень, заберет у вас некую несерьезность, заберет такую некую инфантильность. В общем, легкость из вашей жизни, она уйдет, лень из вашей жизни уйдет, необдуманные какие-то поступки из вашей жизни уйдут, потому что правосудие. Тут, извините меня, необдуманных поступков тут просто априори не может быть. Тут все взвешивается, тут все обдумывается, продумывается, еще и просчитывается, какой результат вы впоследствии будете иметь. Дальше и результат периода, с чем вы перейдете дальше, да? С чем останетесь? Останетесь, я думаю, что, судя по всему, вы пройдете по достоинству то испытание Сатурна, этот весь период, да, эти все 3 года, почти 3 года. И Сатурн вам даст шанс, конечно же, и не один, энергию, творческий потенциал, силу, волю к тому, чтобы идти дальше, завоевывать новые горизонты, возрождаться как птица Феникс, даст вам даже выбор. Даже вы сможете выбирать, что вам больше нужно. Да? Опять же, не забываем правосудие, 2 чаши весов. То есть куда вас перевесит, что именно вы в этой жизни выберете, какие выводы вы сделаете. И Сатурн вам даст возможность
я думаю, что сделать правильный выбор. И никак иначе. То есть тут сила, энергия, новая вы, новая жизнь, новые возможности и выбор. И, конечно, это вполне могут быть и новые отношения. Все-таки это жезлы. Жезлы у нас масть, показывающая, конечно, такую янскую энергию, да, то есть мужчина, фаллос. Далее. Совет у карт спросила, как вам нужно себя вести, что вам нужно делать, чтобы получить благосклонность Сатурна. Ну, во-первых, конечно же, работать. И вот 8 мечей, тут у нас вопрос страхов, вопрос некой такой периодичности, внутренних страхов. Нужно все это проработать. Я все-таки думаю, что тут мужчина, вот те испытания нелегкие, жесткие, которые вам пошлет Сатурн, это будет связано, конечно, с личной жизнью, с отношениями. И вот здесь Персефона, да, нам намекает на то, что как бы вас эти отношения и этот мужчина или этот партнер, вот эти отношения вас не захлестывали, да, как бы вы туда не окунались глубоко, не забывайте о своих корнях, о своих родителях, о доме. Это первое. Второе, конечно же, не теряйте себя. Будьте собой, занимайтесь еще и своими какими-то делами, целями, планами, творческими какими-то успехами, завоевывайте свои какие-то ниши. То есть будьте собой, растите, взращивайте себя, а не только личную жизнь, потому что если будете бояться, если будете опасаться, если будете пробуксовывать, если будете на самотек пускать, то не получите благосклонности. Здесь вот именно троечка жезлов нам говорит о том, что нужно замыкать круг, то есть не бояться идти вперед. Тут ответственность, тут целеустремленность, тут нацеленность на результат и, конечно, вера. Вера, что все будет хорошо, вера в себя. И тогда у вас все получится. Самое главное, чтобы страх и неуверенность, они вас не тянули вниз, не тянули назад. Такой у нас получился вариант для двоечек, дорогие мои. Я, конечно, желаю вам процветания, успеха, благополучия, самое главное здоровья. Берегите, любите, балуйте, цените себя. Пусть ваша жизнь будет наполнена, конечно, любовью, успехами, процветаниями. Пусть Сатурн принесет вам исполнение ваших желаний, реализацию ваших планов и каких-нибудь невероятных чудес и волшебства в вашей жизни. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. А я с вами прощаюсь, перехожу к троечкам. Ну что, троечки, смотрим вас и основная энергия, основное направление периода, основная энергетика периода. 4 пентаклей. Ну, у вас это троечки, это, скорее всего, дипломатия, умение заключать договора, умение заключать сделки, умение идти на компромиссы. И такое ощущение, что Сатурн вам уже дал некий шанс и уже вам предложил некоторую сделку. И вы, скорее всего, на эту сделку согласились. Но такое может проиграться, но не у всех. Ну вот основной лейтмотив, да, всего этого периода энергетика — это, конечно, дипломатия. Политика, то есть такое грамотное, умная, мудрая, прагматичная, продуманная, расчетливая заключение договоров, вообще любых отношений в вашей жизни, абсолютно любых, будь то работа, будь то личные отношения, будь то дружба, будь то какие-то семейные связи. В общем, дипломатия
ваше все. Дальше. Сфера, где произойдут перемены. А вообще, троечки, в вашем варианте очень много старших арканов. Вот из сферы вашей жизни, где произойдут перемены, там выпало 3 старших аркана. Императрица, Солнце и Отшельник. Вот я бы сказала, что многие троечки, дорогие мои, тут речь, конечно, о беременности, о рождении детей, об ожидании он их, да, о периоде именно, когда вы вынашиваете ребенка. Даже если это не ребенок в прямом смысле слова, то это, конечно же, некий творческий процесс, некий ваш проект, некий ваш план или ваша мечта, которая вполне себе, возможно, может осуществиться при вашем правильном взаимодействии с людьми, с участниками вашей мечты, без которых она, в принципе, не может осуществиться. Если, например, это вы лично, вы ведете, я не знаю, там свой личный блог, то это правильное, грамотное взаимодействие с вашими слушателями, с вашими зрителями, с вашими читателями. Если это, например, не знаю, работа по найму, то опять же, да, там нужно правильно себя подать, правильно себя показать, не тушеваться, не показывать слабину, именно показать себя как мудрую, сильную, терпеливую девушку, женщину, которая еще ого-го, что имеет в запасе, сколько сил у вас, сколько энергии, сколько творческого потенциала и, конечно, мудрости, опытности, в общем, того ресурса, который вы можете дать. Но тут я больше склоняюсь, конечно, к переменам, связанным с детьми, именно с беременностью, с рождением. И тут, конечно, еще перемены в вашей личности. Тут вы станете более уверенной в себе. Тут вы, скорее всего, будете заниматься еще своим внешним видом. Будете искать себя. Это и внутренний поиск, и внешний поиск, и какие-то, конечно, новые начинания в том плане, что Сатурн даст вам возможность изменить себя. Как я уже сказала, да, это может быть и внешний вид, это могут быть и какие-то внутренние ваши установки, и даст вам возможность жить по-другому, уже вкупе со своим новым я, со своими новыми взглядами, со своими новыми планами, отношениями и так далее и тому подобное. Приятные неожиданности периода, да, от Сатурна. Но, скорее всего, он вам просто даст огромную занятость. Вот прям я даже тут не могу сказать, будет ли у вас свободное время. Вы будете постоянно чем-то заняты, вы будете постоянно в движении, вы будете постоянно в динамике, причем будете постоянно на связи, вы будете работать, зарабатывать умом, интеллектом, и рядом с вами всегда будет некий мужчина, властный, сильный, с острым умом, таким при положении, который будет вам помогать, который будет вам оказывать содействие, который будет вам подсказывать, направлять вас куда-то. Но опять же, это будет настолько интенсивно, настолько вот так вот плотно, что вам прям будет тяжело, потому что у нас все-таки, да, в приятных неожиданностях у нас выпала 10 жезлов. То есть это будет такая очень интенсивная, плотная занятость, такое прям глубокое погружение в ту или иную сферу вашей жизни. То есть Сатурн даст вам возможность досконально изучить вопрос, окунуться с головой в тот или иной предмет, потому что если сделка заключена, если договор подписан, то его нужно сделать на 100% и никак иначе. Что Сатурн заберет?
Во-первых, тут выпало два старших аркана, очень таких янских, очень с такой сильной мужской энергетикой. Еще шестерочка жезлов. Вот тут смотрите, как интересно. Перемены, выпали женские карты. А то, что отберет, заберет Сатурн, мужские карты. То есть, если вы в жизни ко всему подходили с каким-то мужским подходом, если вас больше превалировала мужская энергетика, янская энергетика, то вот тут Сатурн у вас это все заберет и скажет вам: будь наконец-таки женщиной, будь наконец-таки девушкой, подходи к вопросу именно с женской стороны, с иньской, с более гибкой, более такой тягучей, что ли, стороны. Заберет у вас резкость, заберет у вас вот этот боевой какой-то дух, да, когда на любое слово, на любое дело вы отвечали именно некой такой грубостью, когда вам было необходимо самой лично всем и каждому доказать, что вы сильная, что вы воин, что вы способны завоевать, отвоевать, победить, укротить и так далее, вот и тому подобное. Именно те мужские качества, которые вы проявляли, у вас Сатурн заберет. И скажу я вам некий, знаете, вот такой творческий потенциал, некая занятость, которая забирала у вас все время. Знаете, вот когда вам был интересен только одно направление в жизни. Не знаю, какое, карта нам тут не показывает, но какое-то одно направление, которое все силы у вас забирало, которое забирало у вас все время, которое вы даже не интересовались ни личной жизнью, ни мужчинами. Вот это заберет у вас некое такое одиночество, волевое, что ли, мужское какое-то такое с вашей стороны. Я не знаю, понимаете ли вы меня или нет, но, в общем-то, ян, вот оно уходит, и остается инь в вашей жизни. И чем закончится этот период, да, с чем вы перейдете дальше? Результат. А вот тут появляется хитрость, а вот тут появляется женственность, а вот тут появляется некий прагматизм. Вот тут вы уже по-другому будете смотреть на себя, на свою жизнь, на свою внешность, на свой внутренний мир. Тут появляется вот та самая именно женская черта, такая, знаете, когда женщина мудрая, женщина спокойная, женщина как вода. Она может протечь, и там, я не знаю, изогнуться, извернуться и получить свое. Вот у вас вот это появляется. Вот тут напор и прямолинейность уходит. Вот она, появляется гибкость и такая некая изворотливость, хитрость, да, вот здесь она прям у вас заякорится. Здесь вы станете мудрой, здесь вы станете хитрой. И знаете что? Здесь обретается некая гармония между мужским и женским. Вы знаете, как говорится, есть анима, есть анимус, да, есть женщина, есть мужчина, а есть человек. Вот человек в себе сочетает оба качества, и мужскую, и женскую энергию. Вот у вас вот так же это будет. Если у вас раньше превалировала мужская энергия, Сатурн вас заставит перейти на женскую энергию, а следом в результате он захочет получить у вас именно баланс, именно гармонию между мужским и женским, тот самый золотой синтез, который приведет к вас к некому успеху. То есть вы и свой анимус, и свою аниму вы приведете в гармонию. И спросила совета у карт, что вам нужно сделать, чтобы получить благосклонность Сатурна, чтобы он дал вам благо, которое вам необходимо. Заниматься собой. Причем здесь материальные все вопросы, материальная сторона. Выпали одни пентакли, еще и дьявол. Ну, во-первых, это, конечно,
занятие своей внешностью, своей красотой, своей соблазнительностью, своим таким магнетизмом. И, конечно, тут личностный рост в плане уверенности и самоуверенности. Тут рост и в материальных успехах, конечно же. Вот такое ощущение, да, что через материальный успех именно, не знаю, может быть, это будет карьерный рост, может быть, это вы откроете какую-то свою фирму, но вот там как раз-таки от вас потребуются качества не только мужские, волевые, но и женские. И вот через вот материальный успех у вас придет и вот эта вся гармония между мужским и женским. Где-то нужно будет продавливать своими мужскими волевыми качествами, где-то нужно будет проявлять женскую энергию, женскую хитрость, женскую гибкость, мудрость. И вот тут вы сможете и то синтезировать, и в результате получить гармонию. Как я уже и сказала, да, тот результат, который нам карты и говорят. Это будет, конечно, нелегко, но все же, я думаю, троечки дорогие, вы справитесь. Вот такой у нас получился третий вариант. Я вам желаю, конечно же, пусть Сатурн принесет в вашу жизнь успех, процветание, любовь, здоровье, счастье, удачу. И, как обычно, неустанно вам повторяю, любите, берегите, балуйте, цените себя. Вы у себя такая одна единственная, прекрасная, чудесная и волшебная. С вами была Астарта Сантея. Всех благодарю. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И до встречи в других моих видео. Всем пока!